Біз сізге айтқайынды, құрметлі сейерчілер, бүгін өлі мерақлы тантаналы мерасим кечecek saat 7-де ақшам Қырым Девлет музыка ve драма академик театрында бізде өлі мерақлы бір шешікілер кечecek. Шымды есе бұл өлі фырсатын пайдаланып, бұл мерақлы байрамның, мерасимнің өлі иштиракчының, яда алып барыжының өлі адамның мұсафірлік оларақ студиямызға давет еттік. Келіңіз, дабы келе таныш олайық. Бұл мерақлы сүбетімізге әркез дәветлі. Әбетті әзіз телесерджілер, бүгін көңліңіз көтерілежек ве бұл мен белесем тедбір ақында сізге Екатерина Перетятько. Да. Қырым региональ КВН мектебінің мүдері мен белесем яқшы жа тәфсилатлы сөзлерін айтар ве сіз бүгін ақшам бұл ерге бара білесіңіз ве өзіңіздің кейфіңізні бөлек күлгінен көтере білерсіңіз. Салям алейкум, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Как вы? Хорошо, спасибо. Настроение прекрасное. Сегодня нас ожидает вечером юмор, смех, веселье. Ну, поэтому утро должно было начаться точно так же. Ага. А вот так вот рано утром вставать, все-таки мероприятие аж в 7? Да, приходится Тяжело? вставать все равно раньше, чем 7 утра, потому что с утра, конечно, у нас в городе очень много пробок, и чтобы куда-то доехать, в том числе к вам на эфир, приходится тратить очень много времени. Ну, кстати, его можно тратить с пользой, возникают какие-то хорошие мысли, идеи, для КВНщиков это всегда очень важно. Но мы же понимаем, что все это начинается не сегодня в 7 часов вечера, а задолго до. Безусловно. Конечно, я как руководитель школы КВН могу вам рассказать, поделиться таким секретом, что давно КВН отошел от импровизации, которая весьма хороша, и остался только элемент, разминка, когда команды на сцене выдают свои интеллектуальные возможности, да, свою образованность, свою находчивость в полном смысле этого слова, как задумалось изначально, когда КВН только зародился. Все остальные конкурсы – это, конечно же, очень тщательная подготовка. Ребята готовятся, ребята придумывают шутки, работают с редакторами, совершенствуют свой материал, естественно, репетируют и в актерском плане, в сценическом, и, конечно же, к зрителям уже в зал выносится некий продукт с высоким качеством. Сколько команд в Крыму КВН? В Крыму команд очень много. Мы, как общественная молодежная организация Крымская лига КВН, в общем-то, и как представители Международного союза КВН, мы являемся региональной лигой. Конечно же, приглашаем к себе всех, но не каждый может дойти до уровня, позволяющего выступать на сцене Государственного театра, скажем так. Поэтому команд существует очень много. У нас среди колледжей есть много команд, у которых проходит свой чемпионат. Среди школьников есть команды, среди которых тоже проходят редко, но такие соревнования. На данный момент у нас полуфинальная игра Крымской лиги, в которой участвуют 6 команд. За битву, естественно, в финале. И причем самое интересное, что специально мы так подгадали, да, 7 ноября, чтобы сделать такую КВН-встречу, КВН-битву за кубок 55-летия самой игры КВН, то есть сам юбилей состоится завтра, 8 ноября, день рождения КВН. И, в общем-то, все КВНщики отмечают эту дату. Причем отмечают не просто так. В этом году юбилей было решено отметить такой эстафетой КВНовского флага. Он уже проехал более 70 городов, и, в общем-то, сегодня мы на сцене будем чествовать то, что флаг КВН прибыл и к нам в Симферополь тоже. Надеемся, что это событие и видео о нем войдет, в общем-то, в общий ролик КВН Международного союза, и мы останемся навсегда в памяти. Интересно. Ну, судя по видео, на iPetri и на Фиоленте вы снимали... Секрет! Секрет! Это все на iPetri. Какой секрет? Мы уже весь Инстаграм пересмотрели, там уже у всех фотографии. Ну, понятно. Геолокация уже выставлена. А задумка-то была, что мы бежим на одну гору. Ну, видите, так. Спускаетесь по другой уже, да? Нет, не спускаемся. Высоко к цели. Ага, интересно. На самом деле, вот в Крыму две лиги, да, ну, Крымская лига официально, регионально, и есть Севастопольская лига. Да, тоже официально, регионально. Да. А помимо этого, есть что-нибудь еще? Ну, вы говорите, школа КВН. Школа это
школа для всех КВНщиков или все-таки для, вот для маленьких? Нет, для всех абсолютно, потому что в КВН можно начать играть в любом возрасте. Понятно, чем ты младше, тем быстрее поддаешься обучению. И если мы задействуем, скажем так, возраст обучения, это школьники, студенты, больше свободного времени, которое можно потратить как раз-таки на реализацию своего творчества. Да? Когда мы становимся большими, к сожалению, бытовые проблемы, в общем-то, превалируют. Появляются семьи, нужно кормить детей, и уже на такое творчество меньше выделяется время. Ну, за исключением того, когда... сложно как бы. Да, понятное дело. Но не так сложно, как когда уже становишься большим. Хотя, если это становится, то есть творчество становится твоей профессией, то, безусловно, здесь, конечно, идеальный вариант, когда совмещаешь приятное занятие, да, и приносишь пользу людям, еще на этом зарабатываешь и обеспечиваешь там свою семью. Поэтому, да, у многих наших крымских КВНщиков такое получилось, и мы все прекрасно знаем выходцев из первой национальной крымско-татарской команды КВН «Еще», Чингиза Мазинова, Рустема Эмирсалиева, которые на данный момент являются звездами телевидения не только украинского, да, но и мирового, потому что их юмористические проекты, которые они сами пишут, в которых они сами участвуют, весьма популярны. Действительно, это сильный уровень. А кроме них, о ком-то можете еще нам рассказать, кто еще у нас такой известный из Крыма? Смотрите, как правило, такую большую известность и популярность, да, медиа получают люди, которые связаны все-таки с творчеством. Вот я вам привела пример яркий. То есть ребята играли не так давно в крымском КВНе. Почти 10 лет уже прошло. КВНу 55. А Крымской лиге 20. А человечеству-то сколько? Ну тогда. Ну, другие люди тоже достигают, все, кто занимается КВНом, достигают, в принципе, больших высот в своей профессии. Например, опять же, да, мне легче, наверное, отслеживать и рассказывать про тех людей, которые вместе со мной начинали в Крыму заниматься КВНом. То есть у нас сейчас есть миллиардер, грубо говоря. В России, в Москве очень крупный предприниматель, у которого несколько направлений, то есть он один из советников в финансовой среде, в государственной, Роман Муразанов, который участвовал в команде КВН «Престиж», это КИКНЕО, бывший экономический институт. Да, Дмитрий Анатольевич Полонский, яркий вам пример, тоже был капитаном команды КВН своего вуза. Ну, в общем-то, если поковыряться, раскопать, да, очень много из медиков стали хорошими хирургами, востребованными и здесь, в Крыму, и уехали куда-то, поэтому... У всех дорога открыта. Главное чувство юмора. Полученные в КВН, помогают везде, это однозначно. Ну, в медицине всегда чувство юмора немножко посильнее, чем у остальных. А в этом году, я смотрю, медицина представляет, да, свою команду. Не медицина, а медицинская академия. Там, точнее, конечно, медицина, да. Весьма оригинальная команда. Это 2 человека, которые называются «Трио». С интересным юмором, не совсем стандартным для крымчан, поэтому, наверное, привлекающих свое внимание. Сегодня мы их увидим. Надеемся, что, как обычно, удивят. А победители где будут участвовать? Значит, это у нас полуфинал. Победитель у нас получает кубок 55-летия КВН и главный приз, а также попадает в финальную борьбу. Уже, конечно, за существенный приз, за финансирование поездки куда? В Сочи на фестиваль, да, Кивин 2017. Это для каждой команды очень важно, потому что весь путь годовой, как минимум, начинается с фестиваля КВН в Сочи. Потому что если ты туда не поехал, то дороги в какие-то открытые лиги тебе, в общем-то, закрыты. А там ты приезжаешь, показываешь свое мастерство, тебя оценивают редакторы уже другого уровня, скажем так, более высокого, да, потому что Крым — это все-таки такая лига для Международного союза КВН, она учебная. То есть, конечно, для крымчан, для студентов она имеет очень огромное значение, и сюда попасть тоже нужно приложить немало усилий. Но мы гордимся тем, что приезжают в Сочи из Крыма команды, показывают очень хороший уровень, и Международный союз, в общем-то, доволен нашей работой, в том числе и Чита Маслякова, которая стоит у руля всего КВН. Интересно, они в этом году возьмут команду из Крыма куда? к себе?
повыше, по уровню повыше? Ну, смотрите. Ну, одна команда, мы знаем, сейчас уже в межрегиональной лиге. В межрегиональной лиге борется, в общем-то, ну, они дошли до финала, это сборная Республики Крым. Мы очень рады за их результаты, потому что это, ну, отражение нашей работы в том числе. Потом, в следующем году у ребят есть прекрасная возможность получить статус выше. Да, потому что сразу же, конечно, создали команду в ВУЗе, и мы будем играть в КВН. Приехали на фестиваль и сказали: все, берите нас в телевизионную лигу. Конечно, такого не бывает. Все команды, чтобы попасть в телевизионную версию, проходят очень хороший, большой путь, школа, в том числе и телевизионных выступлений на сцене, потому что это немножко другой ракурс. Да, там по-другому. Значит, можно научиться смешить, если... Конечно, в КВН существуют правила, в юморе вообще существуют правила построения шуток. Этому мы учим наших КВНщиков. Плюс есть правила, которые не приемлют ни одного правила. Этому тоже нужно научиться использовать такое правило. Что можно, что нельзя говорить, да? Ну, условно, да. Мы за высокий интеллектуальный, интеллигентный юмор. Мы не приемлем пошлости на сцене, там, чего-то оскорбляющего человеческое достоинство и так далее. Поэтому, ну, этому мы тоже учим КВНщиков. Возвращаемся к сегодняшнему мероприятию. Все-таки во сколько начнется, ну, такая до мероприятия, такая вся вот эта суета вот среди КВНщиков, когда они вот это все начнут переживать и волноваться? Они начинают переживать и волноваться уже сейчас, только открыв глаза, потому что все равно, как и у всех, как и у любых студентов, перед экзаменом возникают какие-то супер необходимые вещи, кому реквизит достать, кому шутку какую-то переформулировать, кому кто-то заболел, горло болит, значит, роли заменить и так далее. Вот. Но, в общем-то, все приходят на репетицию к 2 часам в Государственный театр, и уже все, понеслась. Микрофоны, камера, свет, мотор, как говорится, гримерки, костюмы, визаж, макияж, грим. Ну, это девочки, ладно. Парни как, просто зашли, переоделись и вышли? Ну, конечно же, нет. Там еще пройдет генеральная репетиция, безусловно, поэтому. Понятно. Ну, если так, немножко ввести в курс дела наших зрителей, коротко о командах, которые сегодня играют. Вот я буду читать, вы будете представлять, наверное. «Уж замуж не втерпешь». Это женская команда, очень интересная. Девушки очень смелые в своих высказываниях, играют уже не первый год и достигли за это время хороших результатов. Они одни из... используют направление текстовых шуток, увязанных в единую литературную тему. Это очень интересно смотрится на сцене и очень грамотно используют собственные внешности для подчеркивания образа девушки вообще в мире. То есть такие веселые девчонки, очень приятные. Женский юмор, значит, сегодня будет. Сборная Республики Крым. Сборная Республики Крым, да, недаром они так назвались, потому что, грубо говоря, это интеллектуальные сливки из команд, которые играли, скажем так, лет 5 назад. Лет 5 назад, то есть прошлое поколение, скажем так, КВН, в разных вузах. То есть ребята, там есть и крымские татары, и славяне, и белорусы, русские, и армяне. Многонациональность показывает. Многонациональная команда, которая старается шутить, используя, в общем-то, такую, ну, скажем так, традиционный тандем, да, крымских народов. Сборная «Артека». Сборная «Артека» – это команда, в которой участвуют пионерские вожатые, непосредственно самого «Артека». Юмор у них тоже весь построен на том, что они вожатые, у них педагогический подход ко всему, в том числе и к зрителям, но очень тоже смешно смотрится. Все время вспоминаешь себя сразу где-то, да, в лагере. Рабочий класс. Рабочий класс – это команда аграрной академии. Полностью поддерживают, скажем так, стиль, да, рабочести, аграрности. Ну, у них весьма это получается. Всегда на каждой игре стреляют чем-то таким вот необычным, поэтому интересно, что же у них будет за фишка такая вот в этот раз.
сборная чиновников. Вот тут название Сборная опасное. чиновников, да. Ну почему? Название не опасное. Ребята действительно представляют чиновничий аппарат, работают, занимают какие-то посты на госслужбе. В общем-то, еще хватает времени у них для того, чтобы шутить. Юмор у них, конечно же, с этим связан. Я думаю, что зрителям будет интересно, потому что у них все время актуально это получается, так сказать, на злобу дня. Немножко у них сарказма. Ну, по поводу себя самих и стиля управления некоторых наших чиновников вообще, принятия решений и так далее. То есть, в общем-то, интересная команда, тоже получается с необычным стилем. Они образовались совсем недавно. А другие чиновники на них не злятся? А вот это мы не знаем. Нам всем весело. Хорошо. Ну и тут в завершении трио, да? Это мы уже сказали, Да, да, про них два поговорили. медика. Команда из 2 медиков, которая называется «Трио». Ну, наверное, они еще считают это человека, звукооператора, который сопровождает их выступление музыкой. Не скажу, что они шутят исключительно на медицинскую тему. Ребята такие универсалы, и за счет того, что они оба даже по темпераменту абсолютно разные, то есть, соответственно, шутки у них построены и на этом в том числе. В общем-то, будет Сегодня интересно. основные конкурсы, приветствия. Разминка с жюри и с залом. Кстати, залу всегда интересно. И самая веселая разминка получается, когда вопросы звучат именно от зрительного зала. Поэтому сегодня, простые. да, уже сейчас зрители могут готовить свои вопросы. Очень сложные вопросы всегда. А зрители сейчас могут готовить свои вопросы. И, конечно же, самый лучший вопрос получит какой-то интересный приз. Ага. И музыкальный номер. То есть команда готовит... Музыкальный номер. Да, музыкальное выступление, связанное с музыкой, с танцами, с песнями, с какой-то литературой. В общем-то, тоже посмотрим на их музыкальные способности, творчество. На сколько процентов команды готовы сегодня? Вчера Ну, это такой вопрос, да. они были, каждая команда, как всегда, готова на 90%. Да? Некоторые на 99%, но 1% всегда оставляем, потому что все возникает. И многие, но это не значит, что зрители увидят какую-то грязь или какую-то неготовность. Нет, потому что всегда команды стараются доработать какие-то свои уже поставленные номера вплоть до выхода на сцене. И это очень хороший шаг, вот где решаются вопросы импровизации. То есть, когда команда старается улучшить свое выступление, усмешнить его, да, шутками, как-то подойти с какой-то грамотной, а вдруг сегодня какая-то новость пройдет, если ее вставить сегодня же в мероприятие, актуальный юмор всегда сильнее заходит. Поэтому все команды дорабатывают прям вот до выхода на сцене. А иногда получается импровизации и прям на сцене. Поэтому говорить о том, что вот все готово 100%, вот можно взять, вот и такого про КВН не скажешь. А возможно все-таки, что вот, например, на редакторских просмотрах команда вот, прям смешная, вот прям все смеются, выходит она в зал и зал не реагирует? Бывает такое, но здесь зависит не только... Если редактуру прошли, и если на редакторских просмотрах и КВНщики смеялись, и редакторы, значит, сам материал однозначно хороший. А когда выходишь на сцену, здесь на тебя светят фонари, здесь на тебя смотрит очень много людей. А вдруг, я не знаю, кто-то тебе раз и вылил, условно, кофе на самую красивую блузку, в которой ты должен был быть главным героем. Раз настроение испортили. Вышли, первая шутка случайно была сказана не так, например, не поймали энергетику зала и не выдержали, да, посыпались. Бывает такое, есть такое понятие «посыпались». Ну, может быть, у вас на телевидении тоже, но вот в КВНовских кругах так часто да, говорят. если мне сейчас кофе Поэтому, пролить. ребят, главное выйти и не посыпаться. А бывает, кстати, наоборот ситуация, когда на редакторском просмотре, вроде все хорошо, да, с литературой все ясно, нет никакой ни пошлости, ничего. И юмор есть, но он какой-то не яркий, как-то вот, вроде как хорошо, но что-то не хватает. А выходит команда на сцену, раз поймали волну, и вот этот же самый материал кажется, самый смешной на свете. Поэтому все зависит не только от подготовки, но это, конечно, момента, когда ребята общаются непосредственно со зрителем.
Екатерина, пользуясь случаем, к сожалению, наше время ограничено. Что вы хотели пожелать нашим телезрителям? В честь 55-летия и 20-летия. Вот тут вот две даты. Да. У Крымской лиги в этом году тоже юбилейный сезон, 20 лет, 20-й сезон. Я бы хотела пожелать телезрителям вашим всегда смотреть вашу передачу с радостью, потому что как утро начнешь, так пройдет весь день. Ну а в честь 55-летия нашей любимой игры КВН воспринимайте всю жизнь с юмором. Юмор помогает нам не только создавать настроение, но и улучшает наше здоровье, помогает прожить дольше. А дольше жить нужно только весело, потому что скучная жизнь как-то надоедает. Поэтому всем хорошего настроения и вам в том числе. Спасибо огромное. Çok sağ olunuz. Урметлі seyirciler, yayınımızın devamı etemiz. En meraklısı Ogde.